Уже год Динара принимает участие в мастер-классах по изготовлению татарской одежды. Мужские головные уборы тюбетейки, женские нагрудники изю, жилетки, аксессуар хасите. В этот раз девушки работают над женским головным убором колфак. Вот начинаем мы аккуратно потайным соединять вот этот круг и основу. Видите, заметьте, вот здесь вот шов, он должен быть спрятан именно посерединке. Ну, потому что он сидит так хорошо, вот и сама ткань, она тоже плотная такая. И тут аккуратно мы должны соединить верх с лентой. Это все тоже делается вручную. Мастерицы шьют для малышей из класса по изучению татарского языка Татаро-Башкирского культурного центра. Детей знакомят с национальной культурой, а костюм – это ее неотъемлемая часть. Тот же колфак может быть разным. Он может быть как плоский, небольшого размера, как и полностью одеваться на голову, так и вот получается с хвостиком, то есть так, чтобы украшалось. В татарских костюмах традиционно используются голубой и желтый цвета. Ткань украшает изящная вышивка. Башкирская же национальная одежда выполнена в красных и черных тонах. В ней выделяются роскошные меха и золотые монеты. Так как татары-мусульмане, у нас запрещены изображения животных, поэтому большинство узоров, они растительного орнамента. Очень часто используется у нас цветок тюльпан, который вообще в истории нашего народа занимает ведущую роль. То есть и в украшениях, и в вышивках. Даже мечеть есть в форме тюльпана сделана. Такие великолепные национальные костюмы надевают на праздничные мероприятия. Например, на Сабантуй – традиционный праздник татар и башкир по случаю окончания весенне-полевых работ.